Ислам – одна из традиционных и религиозных групп на территории Абхазии. По данным социологического опроса 2003 года, мусульманами себя считают 16% жителей страны. По данным председателя Духовного управления мусульман Абхазии, активными мусульманами являются около 250 граждан. Однако все новости мира рассказывают о страшных действиях вновь образованного исламского государства, так называемый ИГИЛ. Сегодня мы будем разбираться, имеет ли традиционный ислам к этому хоть какое-то отношение. Тема нашей лекции – исламский фактор в мировой политике на современном этапе. Ислам – религия монотеистическая и авраамическая, и в этом смысле ее очень многое роднит и с иудаизмом, и христианством. Нужно сказать, что, конечно, в сути своей, в основе они действительно имеют очень много общего. И важно, как мне кажется, то, что само слово «ислам» в переводе с арабского языка означает покорность, преданность. И слова «ислам» и, скажем, слово «салам», «салям», я думаю, что всем известно главное мусульманское приветствие «салам алейкум», которое переводится как «мира вам». И это тоже, мне кажется, довольно показательно, что мусульмане считают самым главным, и что они друг другу считают. Главная ценность – мир. И вот так эти слова «ислам» и «салам», они являются однокоренными, происходят из одного корня. Эшбайлана Джемаловна, регионовед, арабист, окончила 10-ю среднюю школу в городе Сухум, поступила в Институт стран Востока при Институте востоковедения Российской академии наук на факультет регионоведения со специализацией «Арабские страны», который окончила на красный диплом. Аспирантка Института востоковедения РАН по специальности «История международных отношений и внешней политики». Владеет английским, арабским, изучает турецкий язык. Работает в Центре партнерства и цивилизации МГИМО МИД Российской Федерации. Сотрудник секретариата группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». Сферу научных интересов составляют современные политические и социально-экономические процессы в Причерноморье и на Ближнем Востоке, а также геополитика региона Восточного Причерноморья, особенно в связи с ситуацией вокруг Абхазии. Участвовала в ряде научных конференций, в том числе и международных. Опубликовано более 10 научных статей, среди которых публикации в печатных и электронных изданиях по различным аспектам международных отношений в регионе Причерноморья. Совершенно очевидно, что, конечно, ислам не несет в себе никакой агрессии. Как и все другие мировые религии, она отстаивает общечеловеческие ценности, стоит на позициях добра, справедливости и мира. Нужно сказать еще и о том, что сегодня мусульманские страны и вообще мусульманский ареал, исламский мир, как принято говорить в России, на Западе все-таки говорят там сообщества, мусульманские сообщества. Россия в последние годы ввела такой термин, как исламский мир. Он, конечно, не ограничивается только Востоком, только Азией, только Ближним Востоком или Северной Африкой. Мусульманские общины живут сегодня по всему миру, на всех континентах, в 120 странах. Вот по последним данным, в 120 странах мира существуют мусульманские общины или уммы. В 35 странах они составляют большинство населения, в 28 странах ислам является государственной религией. В некоторых странах ислам и, скажем, конституция, понятия практически тождественны, то есть конституция строится по принципу шариата на исламских догматах. Кроме того, очень важным для понимания современных политических процессов на Ближнем Востоке является и то, что, например,
ислам, он не избежал, ну, так сказать, раскола, так же, как и христианство, и там существует два основных течения – суннизм и шиизм. И, к сожалению, на сегодняшний день в современном мире именно суннитско-шиитские отношения, они действительно очень сильно влияют на расклад силы в регионе, на баланс сил в регионе, и на то, что вообще там происходит, разрастание конфликтов, их решение. И во многом руководители тех или иных стран руководствуются именно этим принципом для того, чтобы там выбрать, скажем, себе союзников или противников. Нужно сказать, что баланс сил какой-то такой шаткий, но был найден, и многие специалисты сначала в России, на Ближнем Востоке, теперь уже и на Западе, и даже в Америке, сами американцы признают то, что вот этот шаткий баланс сил на Ближнем Востоке был нарушен именно вторжением американцев в Ирак. Он поменял весь расклад сил и пошатнул этот баланс, потому что Ирак вообще удивительная страна, необычная, о ней можно уже отдельно много говорить, но отличительной чертой, одной из отличительных черт ее, ну хотя это на самом деле нельзя сказать только об Ираке, есть несколько таких стран, но несмотря на то, что в Ираке проживает шиитское большинство, около 60% населения, там есть огромное количество курдов, около 6 миллионов, это в районе 20% населения. Власть еще со времен колонизации Англии принадлежала там суннитам, то есть управление велось суннитами. После вторжения американцев в Ирак власть поменялась, перешла в руки шиитов, и на самом деле это поменяло расклад сил, потому что Ирак превратился в довольно такая крупная и серьезная страна, влиятельная страна в регионе. Она превратилась в регионального союзника главной шиитской страны в регионе, лидера шиитского мира Ирана. И в итоге образовался такой своеобразный шиитский пояс. Это Иран, само собой, это теперь присоединившийся к нему Ирак. Это в том числе и Сирия, в которой управление велось сектой алавитов, но они тоже считаются шиитским течением. И, в общем-то, Сирия традиционно является партнером и союзником Ирана. Это и Бахрейн, где 60, точнее даже 75% населения шииты. Это Кувейт, где шииты не составляют большинства, но все-таки большая очень община, 33%. В самой Саудовской Аравии, лидере суннитского мира, проживают около 20% шиитов. И, в общем-то, Саудовскую Аравию этот расклад сил радовать никак не мог. И можно сказать вообще об отношении Саудовской Аравии ко всем этим перестановкам, хотя бы говорит и тот факт, как она отреагировала на события в Сирии, то есть как однозначно она поддержала оппозиционные силы в Сирийской Арабской Республике и выступила против режима Башара Асада. Ну, как я уже сказала, режим считается дружественным Ирану и шиитским силам в регионе. В общем-то, всем этим я хотела подчеркнуть то, что на самом деле, к сожалению, на сегодняшний день исламский мир нельзя считать единым, там существуют свои противоречия, свои проблемы, которые только предстоит решать, но мне кажется, что понимание существования этих проблем, оно существует, оно есть, и мусульмане — это, наверное, единственные представители определенной религии, у которой есть своя структура практически называемая мусульманским ООН, Организация исламского сотрудничества или Исламской конференции. То есть они, по крайней мере, пытаются как-то вести какой-то диалог и идти к какому-то компромиссу, пока результаты, конечно, успешными назвать нельзя. Ну вот, возвращаясь к событиям арабской весны, хотелось бы еще сказать то, что, конечно, они вызвали огромный интерес к исламу, потому что усилилось его, безусловно, влияние. Ну и кроме того, нужно сказать, что вот эти события, они обнажили очень серьезные и глубокие процессы, которые происходят и происходили вот в этих регионах, бурные процессы переосмысления и переоценки каких-то постулатов, догм. И некоторые исследователи даже называют это реформацией одновременной и ренессансом ислама. Кардинально глубокие перемены, которые прошли с начала 2011 года и в Тунисе сначала, потом в Египте, потом и в других различных странах Ближнего Востока, они
поменяли политическую конфигурацию в этих странах, и что примечательно и очень важно, то, что основной движущей силой и инициатором всех этих процессов была именно молодежь. Молодежь уже образованная, представителей разных слоев среднего класса. Молодежь на Ближнем Востоке и в арабских, вообще в целом в мусульманских странах занимает около 60% населения, то есть это большинство населения этих стран. И нужно сказать, что именно большинством населения этих стран на первом этапе арабской весны именно исламистские силы, то есть силы, представляющие такие религиозные партии, были поддержаны в качестве, были выбраны в качестве определенной альтернативы тем режимам, против которых выступали эти люди. В прошедших 2011 году выборах в законодательные и местные органы власти победу в Египте и Тунисе одержали именно исламистские силы, правда, умеренного толка. Там тоже есть определенная градация: умеренные исламисты, радикальные исламисты. Вот в Египте победу одержала партия «Братья-мусульмане», которая является такой исламистской партией, но умеренного толка. А в Тунисе победу одержало тоже схожее движение по политическим взглядам, движение Нахда. И удивительно для многих наблюдателей было то, что в Египте, например, две партии салафитского толка вместе набрали 25% голосов, тоже огромное количество. Я сразу поясню, возможно, кто-то не очень знает, что такое салафитский толк и салафиты. В переводе с арабского языка слово «салаф» означает «предок» или «предшественник». Этим словом в форме прилагательного можно обозначать и времена, которые там были прежде, до. То есть последователи салафизма, они стоят на том, чтобы не было никаких нововведений, новых чтений, а сохранять все так, как было при пророке Мухаммеде. Так вот, две эти партии взяли 25% голосов, и неожиданностью это стало еще и потому, что в своей предвыборной кампании они такой, как мне кажется, очень наивный религиозный призыв использовали, даже обещание, что вот те египтяне, которые проголосуют за них, за салафитов, людей, которые наиболее последовательно отстаивают исламские ценности, по их же высказываниям, что вот эти египтяне за свое голосование могут попасть в рай, попадут в рай. Вот. Ну и, в общем-то, видимо, на какой-то процент населения эти обещания повлияли. В целом позиции исламистов действительно очень сильно укрепились на начальной волне арабской весны, но нужно сказать, что несмотря на вот эти вот победы, которые были, удержать власть надолго они не сумели. И, возможно, причина была в том, что там же существуют различные партии, опять же, различных толков, в том числе и религиозные, и исламистские. Договориться между собой у них не очень получилось, ну и в том числе и со светскими силами. В итоге, как все знают, власть в Египте, например, сменилась, теперь там другой президент, хотя вот в 2012 году на президентских выборах победу одержал представитель исламистов, тоже Мухаммед Мурси, представитель партии «Братья-мусульмане». Сегодняшний президент поставил эту организацию практически вне закона. Ну вот, получается так, что укрепиться они не смогли, но вот на этой волне, что, скажем, умеренные силы не показали никаких успешных действий, стали усиляться радикальные исламистские силы, и прежде всего в лице исламского государства, так называемого исламского государства и других лояльных ему группировок. Вообще, честно говоря, когда мы говорим об исламском государстве, этот термин уже настолько устоялся, что как-то бороться с ним уже практически, наверное, бессмысленно. Но на самом деле, да, действительно, называют они себя исламским государством, но когда мы смотрим на то, что они делают, чем они занимаются, вообще, что они из себя представляют, конечно, есть понимание того, что никакого отношения к исламу они не имеют, и сегодня даже Российская Православная Церковь, РПЦ, выступает против применения этого термина, потому что оно дискредитирует само понятие ислама. Ну вот есть еще такое, сегодня разные есть трактовки, как можно заменить это слово, например, там иблисское государство говорят, я предлагаю вот в дальнейшей лекции буду использовать слово «Даиш», это аббревиатура, арабская аббревиатура ИГИЛ, то есть Исламское государство Ирака и Леванта.
Вот если говорить немножко о глобальных причинах, и там есть и глобальные, и региональные, страновые причины появления, то есть ничего не появляется просто так. Там были, конечно, своего рода предпосылки. Вот к глобальным причинам можно отнести нарастающую разбалансированность мирового развития и очень сильный разрыв между уровнем жизни золотого миллиарда и всего остального населения. И это разрыв, он становится все более ощутимым и все более наглядным и удручающим для тех масс населения, мусульманского населения, которые имеют доступ к общей мировой информации. Сегодня очень развиты телекоммуникационные системы, это и интернет, это и телевидение. И, в общем-то, этот разрыв они видят и чувствуют. Конечно, к этому добавляется и стагнация социально-экономического развития в этих странах, высокий уровень безработицы. То, что молодежь, получив образование, хорошее образование, не имеет возможности применить свои знания и навыки на практике для карьерного роста, иногда и просто трудоустроиться. Соответственно, конечно, растет негодование, растет недовольство, и они ищут какую-то альтернативу тем режимам, которые уже там в этих странах сформировались и существуют многие десятилетия. Иногда это бывают и авторитарные режимы чаще всего. Поэтому вот почему именно исламисты, да, почему вот они выбрали именно исламистские силы. Здесь, наверное, не будет секретом то, что обычная светская оппозиция, она находилась под долгим гнетом тех режимов, которые существовали в этих странах. Кроме того, не существовало демократических традиций, которые были бы выращены именно на этой стране, на этой почве. А то, что привносилось извне, оно постоянно терпело фиаско, и тоже это все объяснимо, потому что оно никак не коррелировалось с тем, что встречало там на местах. Это определенная культура, своя культура, определенные традиции, ислам. И, в общем-то, конечно, такие импортные технологии, они оказались нежизнеспособны в этих условиях. А народ, что он понимал прежде всего, да, было понятно всем и каждому, независимо от статуса, независимо от уровня жизни, независимо от образования, это, конечно, религия, ислам, в общем-то, то, что действительно понимают все. И как раз-таки вот этим стали пользоваться определенные силы, в том числе и пропагандисты Даиш. Они умело используют современные информационные коммуникационные технологии, активно и в целом достаточно успешно и убедительно обыгрывают в своих материалах темы вместе старым и новым крестоносцам, как они называют, западников, и взваливают именно на Запад и только на Запад все там бедствия, которые вот выпали на долю мусульман. В результате такой вот работы, очень активной и немалых территориальных приобретений, Даиш на самом деле очень сильно укрепилась и расширила свои ряды. Там в 10 раз выросло количество наемников, боевиков. Они приезжают сегодня не только с Ближнего Востока, и даже не столько с Ближнего Востока, сколько из других стран мира, в том числе и Европы, и России. И вот по данным, которые озвучил директор ФСБ и глава Национального антитеррористического комитета России Бортников в феврале 2015 года, вот в начале этого года, был форум в Вашингтоне вот как раз по борьбе с экстремизмом. И там были озвучены цифры, что из России за последний год уехало 1700 человек. Это официальные цифры. Неофициальные цифры там тоже колеблются, конечно, сейчас точно никто сказать не может, но вот говорят, что от 3 до 5 тысяч вот колеблется эта цифра. Ну, в любом случае, мне кажется, довольно значительные цифры, которые игнорировать нельзя. Из Европы едут еще больше, потому что там, если в России мусульмане, это коренное все-таки население, и они уже многие сотни, тысячи лет живут вместе с православными, и как бы есть какие-то определенные традиции, и
особых сильных конфликтов, больших конфликтов и кровопролитных конфликтов на религиозной почве никогда в России не было, то в исламе все-таки мусульмане это в основном иммигранты, те, кто приехали. И поэтому, конечно, вот уже было сказано, что растет и экстремизм, и, в общем-то, очень серьезные проблемы возникают национальной и религиозной нетерпимости, в том числе и в Европе. Нужно сказать еще и о том, что помимо глобальных вот таких причин возникновения Даиш, есть и региональные. Опять же, немножко про вторжение в Ирак я сказала, но вот помимо того, что говорила я прежде, нужно еще добавить то, что вот в условиях такого хаоса, который там образовался в Ираке, это вызвало такую благоприятную обстановку для проникновения в Ирак такой группировки, как Аль-Каида Междуречье. Тоже исламистская радикальная группировка, которая после притока боевиков туда со всего мира, но прежде всего из региона ближайшего Северной Африки, Ближнего Востока и Азии, она стала именоваться Исламское государство Ирака и Леванта. И вот именно с этой группировкой в 2013 году, вот буквально там 1,5-2 года назад, еще Запад наладил определенные контакты, снабжали их финансами, снабжали их вооружением для того, чтобы этих боевиков использовать против режима Башара Асада для свержения вот этого неугодного режима. Соответственно, можно сказать то же самое и о Ливии. Да? Опять же, вторжение в страну, бомбардировки натовские, свержение предыдущего режима. Ливия до сих пор оправиться не может и, в общем, находится в таком очень разрозненном состоянии, разделена на несколько частей. И вот в этих условиях такого хаоса и анархии тоже очень активно процветает деятельность Даиш. И вот в том числе и на территории Ливии как раз были те события февраля 2015 года, когда были казнены копты, 21 человек, копты-христиане в Ливии. Все это было сделано показательно, потом выложили это все в сеть и как бы разошлось по всему миру. И, возможно, именно тогда мир начал задумываться действительно о серьезности и опасности террористической угрозы, которая исходила от Даиш. На самом деле, вот история возникновения Даиш очень похожа с историей возникновения Аль-Каиды, тоже изначально получавшие финансирование, западное финансирование, а потом вот такой превратившийся в немножко неконтролируемый субъект. Вот если говорить о Сирии, то здесь опять же ситуация, можно ее сравнить с ситуацией в Ираке и с ситуацией в Ливии. Опять же, такие западные нападки и вмешательства других государств во внутренние дела пока еще суверенного государства. И опять же, Сирия сегодня превратилась в главный полигон для подготовки террористов. И приток зарубежных боевиков сюда превысил аналогичные показатели и для Афганистана, и для Пакистана, для Ирана и Йемена за последние 10 лет. То есть цифры действительно очень впечатляющие. После того, как боевики Даиш стали там чинить вот все эти ужасающие события стали происходить, там захват заложников, в том числе и граждан, европейских граждан и американских граждан, в Вашингтоне стали собирать коалицию по борьбе с экстремизмом. Но нужно сказать, что вопреки нормам международного права никто не собирался спрашивать согласия того же Дамаска на бомбардировки и территории Сирии, ну, как по позициям исламистов. То есть понимание того, что проблема существует, проблема глобального экстремизма и терроризма, оно вроде бы есть, а все об этом заявляют, в том числе и те государства, которые по другим каким-то позициям и вопросам имеют широкие расхождения, в том числе там, Россия, скажем, и Соединенные Штаты. Барак Обама вообще там, около полугода назад заявил о том, что в мире существует 3 главные угрозы. Я вот сейчас про последовательность я боюсь ошибиться, но вот угрозы такие. Это Россия, это вирус Эбола и это исламское государство. То есть вот как бы они все 3 равноценные. Но, по крайней мере, исламское государство тоже входит в эту важнейшую тройку, и бороться с ним тоже нужно.
Но понимание того, что бороться нужно вместе и сообща, и коалиционными какими-то методами, пока еще нет. И на самом деле ни Запад, ни какие-то другие силы пока еще не готовы сотрудничать в этом плане, полномасштабно сотрудничать со странами региона, теми, которые больше всего страдают от действий Даиш. Ну, и хочу сказать еще то, что несмотря на то, что действительно Ближний Восток страдает больше всего, на самом деле действия Даиш, конечно же, отражаются и на жизни людей, которые проживают совсем в других уголках земли. Это и захват заложников, и отнюдь не только христиан и европейцев, там были и японцы. В общем-то, здесь никакой целенаправленной политики у них нет. Кроме того, потоки беженцев, которые бегут, просто спасая свои жизни, жизни своих детей, родителей, матерей, бегут с этого региона, очень конфликтного, где проливается кровь каждый день, и, в общем-то, спасают свои жизни, бегут туда, где вроде бы постабильнее. Прежде всего, это близлежащая Европа, наиболее благополучные страны Европы, наиболее богатые страны Европы, это прежде всего север. Германия, Норвегия, Швеция, но эти страны не готовы работать с таким количеством иммигрантов. У них до этого были мусульманские общины, хотя они составляли примерно 5% населения, но тем не менее, в общем-то, постоянные проблемы. Там была политика мультикультурализма, которая полностью провалилась и в Германии, и во Франции. И сегодня вот на этой волне, на волне вспышки исламского радикализма, с одной стороны, очень быстро растет и в Европе растут ультраправые настроения, агрессивный национализм, ксенофобия и религиозная нетерпимость. И, конечно же, все это значительно усугубляет ситуацию и возрастают глобальные риски углубления межцивилизационных разломов, что тема тоже действительно очень важная и очень серьезная, но она, наверное, достойна отдельного обсуждения. Опять же, говоря об исламском государстве, очень многие считают, что это просто террористическая группировка, которая действует как все остальные, но на самом деле какой-то есть определенный смысл в том, что они себя называют государством, по крайней мере, они стараются действовать в этом направлении. Вот основной отличительной чертой от Аль-Каиды является то, что Аль-Каида существовала в основном на спонсорские средства от донорских вливаний, то есть сама никак деньги не получала. Даиш, идеология активистов Даиш совершенно другая, то есть они стараются не зависеть от финансовых вливаний, которые тем не менее существуют, но они всегда нестабильны. Поэтому там и контрабанда нефти, и продажа их по демпинговым ценам, и на самом деле там большие доходы. Грабеж банков, магазинов, захват имущества иноверцев, обмен заложников за выкуп. И по данным ООН, они за последний год заработали от 35 до 45 миллионов долларов. И вообще бюджет исламского государства, так называемого, бюджет Даиш за последний год составил, вообще страшно сказать, 2 миллиарда долларов США. Особенно в Абхазии, мне кажется, эти цифры звучат еще более значительными и масштабными. Немалые финансовые ресурсы позволяют им и платить боевикам, которые там прибывают со всего мира. На самом деле нужно сказать, что, конечно, большинство прибывает по идеологическим соображениям и действительно верят в строительство халифата, в справедливость и в то, что нет других методов это сделать, и что действительно они воюют за справедливость. Но есть и те, которые приезжают просто потому, что им нужно заработать денег в условиях безработицы у себя, скажем, на родине. И по данным, которые уже обнародованы, каждый боевик получает в Даиш примерно по $600 ежемесячно. Кроме того, эти денежные средства, которые есть у Даиш, они тратят на различные социальные программы. И там есть разнообразный набор бесплатных услуг, начиная от медицины, образования, даже благотворительности. Они уже выдают паспорта и номера на машины, выпускают газеты, то есть действительно там какая-то определенная такая общность, которая живет своей отдельной жизнью. На этом я бы хотела завершить разговор об этой организации, хотя о ней говорить можно очень долго, но у нас как-то так лекция получилась в основном про какие-то страшные группировки, проблемы и угрозы, которые исходят от мусульманского мира.
от ислама. Но на самом деле это все, конечно же, не так. Есть проблемы, есть везде, там проблемы больше, потому что, ну, в общем-то, там и социальная ситуация, стабильность, и экономическая ситуация тоже не совсем хорошая и не совсем сбалансирована. То есть очень богатые страны, есть очень бедные страны. Но нужно сказать о том, что сегодня, конечно же, все понимают, какой огромный потенциал есть у региона. Во-первых, человеческий, демографический, население этого региона растет просто в геометрической прогрессии. И, конечно же, это огромный потенциал. Там есть огромные рынки сбыта, вот, в которые стремится в том числе и Америка, и Европа. Огромные ресурсы, нефтегазовые ресурсы прежде всего. И тоже как бы их стремятся контролировать различные внерегиональные силы, но, в общем-то, страны региона делают все для того, чтобы самим контролировать все то, что им дала природа. Кроме того, нужно сказать, что современный мир, он стремится уже к многополярности. Возможно, сейчас пока еще не очень четко это видно, но теперь уже нету такого там однополярного мира, как это было, например, лет 20 назад после развала Советского Союза. И сегодня уже существуют различные центры силы, тот же Китай, и мусульманский мир является отдельным полюсом, не учитывать который уже совершенно невозможно. И не только в региональных делах, и не только в том, что касается именно проблем Ближнего Востока, но и вообще в мировой политике в целом. И сегодня, скажем, в России и в среде дипломатов прежде всего есть понимание и такое активное предложение того, чтобы включить одну из мусульманских стран в БРИКС: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Так, чтобы в этой организации были представлены все цивилизационные ареалы, ну, кроме западного, так как у Запада есть свои организации, в том числе и НАТО. Я не знаю, какая страна это будет, может быть, это будет Египет или Иран, может быть, будет Турция или Индонезия, крупнейшая страна, мусульманская страна в мире. Но, скорее всего, в ближайшее время это произойдет. Кроме того, Россия еще 10 лет назад вступила в Организацию исламского сотрудничества. Тогда она называлась Организация исламской конференции, я так 2 слова вначале про нее сказала. Вступила в качестве наблюдателя, так как, конечно, Россия не является мусульманской страной, но Владимир Владимирович Путин, который выступал там на саммите, на котором все это происходило в Куала-Лумпуре, он сказал о том, что Россия считает себя мусульманской страной, частью мусульманского мира, потому что там проживает около 20 миллионов мусульман в России. И, конечно же, не учитывать их интересы и не давать им быть частью общей мусульманской мировой уммы тоже было бы несправедливо. И именно тогда, 10 лет назад, была запущена группа стратегического видения России «Исламский мир», организация негосударственная, но которая активно занималась развитием отношений между Россией и странами мусульманского мира, прежде всего в гуманитарной сфере, в культурной сфере, в сфере образования, экономических проектов. Затем она после наступления кризиса 2008 года, экономического, арабской весны, она немножко так вот, уж деятельность ее сошла на нет, но вот в 2015 году, буквально 2 месяца назад, состоялось очередное заседание этой группы в июне этого года, на которую приехали представители 26 мусульманских государств, в основном арабских, из Ближнего Востока, Северной Африки. И, в общем-то, они подтвердили готовность сотрудничать по самым разным вопросам с Россией, и я думаю, что к этому сотрудничеству будут привлекать и другие страны, прежде всего Индию, прежде всего Китай, прежде всего вот страны БРИКС. Так что перспективы сотрудничества есть, и на самом деле к этому сотрудничеству стремится, и этот потенциал понимает далеко не только Россия, понимают и западные страны, понимает и Америка. Но, видимо, для всего нужно свое время, и со временем к этому придут все остальные тоже. Спасибо. На ваш взгляд, какую роль играет ислам в нашей республике?
Но в нашей республике ислам на самом деле религия не новая, и наличие мусульман это не только дело последних лет, то есть еще со времен проникновения вообще ислама на Кавказ, мы знаем, что он в Дербент попал практически в VII веке, в Абхазии широкое распространение получил еще во времена Османской империи, там 14-15 век, но нужно сказать, что несмотря на то, что количество мусульман сегодня таких соблюдающих и правоверных в Абхазии может быть не очень велико, но на самом деле условия для их развития не самые лучшие. И они вынуждены обучаться, например, если хотят получить какое-то религиозное образование, даже самое начальное, медресе, да, у нас нет не то, что медресе, у нас нет нормальной мечети большой. Поэтому этого всего бояться не нужно. Ислам, опять же, как я сказала в самом начале, ислам и исламизм, особенно радикальный, это вещи абсолютно разные, их нужно различать. Если действительно давать мусульманам возможность обучаться, возможность разбираться в своей религии так, как действительно должно быть, то никаких угроз как раз-таки не будет. Угрозы возникают тогда, когда есть недостаток образования, когда в голову мусульман можно вбить какие-то вещи, которые действительно исламу нисколько не присущи. Поэтому, о роли больше я не знаю, что сказать. Просто я считаю, что нужно поддерживать начинания наших мусульман и не делиться на религии. В принципе, нам всегда до этого удавалось. А как вы относитесь к турецкому фактору? Вот сейчас пока там тоже неспокойно вообще, к чему там придут, Бог и узнает. Вот это меня тоже волнует. Спасибо за вопрос. Что касается Турции, действительно, там сейчас события как-то очень быстро развиваются, хотя уже не восстания, а вот такие мятежи были и раньше, там вот в связи с этим парком, строительством. Но нужно сказать, что действительно политика нынешнего президента Эрдогана, она вызывает определенные вопросы именно в его стране. И я здесь боюсь делать какие-то прогнозы, но я знаю, что очень многие специалисты, тюркологи и специалисты по региону этому и по этой стране считают, что там неминуемо будет смена режима и все-таки придут более светские силы. Возможно, там Экмеледин Ихсаноглу, например. Вот говорят многие, да, вот американцы создают и сами не знают, борются там с ними, да, СИГИЛ. Как вам, не кажется ли вам, что они создают это все, они управляют целенаправленно, чтобы, допустим, чтобы она распространялась, она приближалась к границам других государств, да, вот. И у них намерения особо нету бороться, допустим, с этими силами. И второй вопрос, вот на примере Израиля, допустим, да, вот, когда государство выбирает экспансию, да, и тогда безопасность своих граждан они ставят под угрозу, да, вот. А такой фактор тоже вот там имеет влияние. Я думаю, да, отчасти вы правы, потому что, я вот уже в ответе на предыдущий вопрос сказала, что действительно, когда они выбирают финансирование подобных организаций, они, конечно, понимают, с чем имеют дело, и, безусловно, считают, что определенный контроль они смогут осуществить. Другое дело, что, возможно, потом, в какой-то период, эти силы уже становятся неконтролируемыми и не всегда поддаются вот такому надзирательному. Сегодня мы видим, и это не секрет, что в мире назрел, и мы видим воочию кризис, финансовый кризис, мировой кризис. Мы видим крах банковской системы в настоящем виде, которая существует. Как вы думаете, какая альтернатива есть в мире для Запада, для Востока, дабы восстановить систему банковскую, систему финансовую в целом в мире? И в частности, я вот хочу вас направить в сторону исламского банка. Вы, я думаю, эту тему знаете. И возможно ли это альтернатива для Запада? Потому что я уже слышу, что есть такие попытки на Западе эту систему принять для себя. Спасибо. Спасибо за вопрос. Откровенно говоря, я не очень большой специалист вот в экономике и исламском банкинге, но я знаю, что действительно этот опыт, он действительно является очень привлекательным и для России, и для Запада. Вот в частности, я не могу сказать по Западу, но могу сказать по России, что действительно рассматриваются эти вопросы, в частности, открытие исламского банка в Казани, в Татарстане.
И об этом уже заявляют и представители ЦБ, Центрального банка России. Так что этот опыт, он действительно успешный, и я думаю, что применим в любой стране, независимо от того, является она мусульманской или нет. В частности, вот попытки такие будут, по крайней мере, в России точно. Прошедшая лекция прояснила очень многое. Страшные события, которые потрясают весь цивилизованный мир, никакого отношения к традиционному исламу не имеют. Прикрываясь знаменами ислама, это общество сеет смерть и зло и вообще грозит всему человечеству. История, как мы знаем, имеет обыкновение повторяться. Ну а мы с вами прощаемся. До следующей лекции.